Под девизом «Поможет разум и учение свет» в Инте прошел ежегодный интеллектуальный марафон для старшеклассников. Уже много лет лицей номер 1 выступает постоянной площадкой для проведения этого значимого события, неизменно демонстрируя высокий уровень организации и творческий подход к подготовке. Устроители уделили внимание каждой детали, от формата заданий до сопровождения игроков тьюторами и тщательно продуманного расписания мероприятий. А комфортная атмосфера во время соревнований является одним из ключевых факторов, влияющих не только на результативность участников, но и на достижение целей марафона. Интеллектуальный марафон в лицее номер 1 проводится для того, чтобы ребята смогли показать свои знания по учебным предметам. Для того, чтобы это было интересно, мы стараемся разнообразить наш марафон, вводим какие-то новые задания, придумываем новые игры. В этом году интеллектуальный квиз новое в нашем марафоне. Ребята могут проявить свои умения как в командном туре, так и в индивидуальном. Потом сразятся в дебатах, это даст им возможность научиться оппонировать, разговаривать друг с другом, отстаивать свою точку зрения. И, конечно же, по итогу все получат грамоты и дипломы, а самый сильнейший унесет с собой кубок победителя. В турнире приняли участие 4 команды по 6 человек, представляющие все общеобразовательные учреждения города. В состав каждой сборной вошли самые эрудированные и одаренные учащиеся. Команда лицея номер 1 состоит из 10 и 11 классов. Все игроки нашей команды – это уже опытные ребята, которые не первый раз пробуют себя в интеллектуальных соревнованиях, призеры и победители различных олимпиад, преуспевающие в учебе и интересующиеся люди. Каждая команда была нацелена на победу и серьезно готовилась к игре. Наша команда формировалась по принципу «выбирали самых умных ребят». Конечно же, это все мои одноклассники. Мы упорно готовились к тому, чтобы представить нашу гимназию достойно на интеллектуальном марафоне. Помогали наши учителя. Отдельное спасибо я хочу сказать учителю истории и обществознания Велент Оксане Андреевне. Она была с нами на всех этапах подготовки к интеллектуальному марафону и, конечно же, помогала писать нам дебаты для сегодняшнего выступления. Двухдневные соревнования прошли насыщенно и ярко, подарив участникам массу впечатлений. Первый день школьники представили самопрезентации, успешно прошли командный тур по широкому спектру предметов и проявили находчивость в интеллектуальном квизе. Для педагогов города в рамках мероприятия состоялся обучающий семинар, раскрывающий новые возможности повышения качества образования через реализацию федеральных образовательных программ. Светлана Грикалова, Александра Адриенко, Виктория Кибиткина, Наталья Григоришина, Лидия Карвяленя и Ирина Дейкала представили коллегам практические наработки, позволяющие сделать образовательный процесс интересным и по-настоящему вовлекающим. Интеллектуальный турнир – это увлекательное состязание, в рамках которого школьники имеют возможность продемонстрировать уровень своих знаний, широту кругозора, отточить навыки командного взаимодействия и проявить свой творческий потенциал. Визитные карточки команд стали убедительным доказательством богатого воображения и артистизма ребят. Уважаемые зрители, несравненное жюри, как вы думаете, кого обожают все на свете без исключения? Котиков! Котиков! Карин, ну что ты так расшумелась? Мы же в культурном обществе, на интеллектуальном марафоне. Веди себя, пожалуйста, интеллигентно. А что? Разве интеллигентных котиков не бывает? Имя кот ученый вам о чем-нибудь говорит? Ах, ну конечно же говорит. Ведь в нашей команде, вы знаете, каждый сам своего рода кот ученый. Поздний час, половина первого над физикой сижу. В голове обрывки сна. За окном облаками белыми бежит пейзаж ночной. Покорить мне физика. Тайное движение в мыслях без конца. Вижу прояснение своего ума. Эйнштейн, Паскаль для меня теперь уж лучшие друзья. А калькулятор мне поможет все решить. Смешав фотон и нейтрон, потенциалом все зажжем. И только так мы сможем физику понять.
Второй день марафона старшеклассники также демонстрировали многообразие своих талантов. Участники состязались в индивидуальном туре, охватывающем 11 школьных дисциплин. Школьники показали умение применять полученные знания, проявили эрудицию и логическое мышление при решении задач по выбранным предметам. Кульминацией второго соревновательного дня стала дискуссионная игра «Дебаты». Прения проходили одновременно в двух параллельных секциях. В первой встретились команды французской гимназии и школы номер 8, которые обсуждали тему «Цифровая зависимость. Эпидемия нашего времени». Во второй секции команды лицея и гимназии номер 3 вели формальный спор на тему «Люди ненавидят то, чего не понимают». Цифровизация происходит практически во всех сферах деятельности человека, и этот новый, невиданный опыт, кроме очевидного комфорта и удобства, таит в себе множество опасностей. Цифровая зависимость – это чрезмерное использование цифровых устройств, интернета или цифровых технологий, которые приводят к снижению качества жизни, ухудшению физического и психологического здоровья, а также нарушению социальных и семейных отношений. Симптомы включают раздражительность при отсутствии доступа к устройствам, разрыв социальных связей, потерю интереса к офлайн-активности, снижению концентрации и нарушение сна. Психология групп доказывает, что ненависть имеет рациональный фундамент. Теория реального конфликта Realist Conflict Theory Музаффера Шерифа, доказанная экспериментом Шерифа. Пещера ненависти демонстрирует, что за враждебность возникает не из-за понимания чужаков, а из-за борьбы за ограниченные ресурсы. Пример соперничества двух корпораций или наций основан на ясном осознании. Если ресурс получит он, его не получу я. Здесь ненависть – это социальный инструмент защиты своих интересов. Чем лучше мы понимаем, что оппонент претендует на наше благополучие, тем сильнее и разумнее становится наша ненависть. Спикеры и утверждающей, и отрицающей сторон выступали вдохновенно и эмоционально. Как участник олимпиад и конкурсов в сфере искусства и культуры, ученица всех отделений детской школы искусств города Инты, я хотела бы подытожить дискуссию примером из истории мировой художественной культуры. 1 декабря 1962 года советский лидер Никита Хрущев, далекий от понимания нового искусства, посетил выставку художников-авангардистов, стремящихся к новаторству и отказу от устоявшихся норм. В экспозиции приняли участие самые яркие представители нового течения – Эли Белютин, Юлоса Остер, Борис Жутовский и сыгравший впоследствии особую роль Эрнст Неизвестный. Советский вождь обошел выставку 3 раза. Некоторые картины вызвали у Хрущева особое негодование, и он, не стесняясь в выражениях, публично и грубо, в присутствии фотокорреспондентов раскритиковал искусство авангарда. Хрущев в изобразительном искусстве был не слишком искушен. Про картину он высказывался так. Очень общо и непонятно. Я вам говорю, как председатель Совета Министров. Все это не нужно советскому народу. Но, как сперва кажется, это событие не доказывает тезис, а наоборот его опровергает. После своей отставки Хрущев заново встретился со всеми художниками, попросил прощения и сказал, что не совсем их понял. Особую остроту игре придавал раунд перекрестных вопросов. Необходимо было проанализировать услышанное, сформулировать точные и уместные вопросы, а также выстроить четкие контраргументы. Именно этот этап требовал быстрого мышления, высокого уровня аналитики и умения выявлять слабые места в позициях оппонентов. Все ребята блестяще справились с этой задачей. Турнир успешно завершился, определив лидеров интеллектуального движения. Диплом победителя по праву достался команде лицея номер 1. Они показали достойные результаты, доказав свой интеллектуальный потенциал и превосходную подготовку каждого участника. Второе место заняли ученики гимназии номер 2. Третье – учащиеся школы номер 8. Лучшими спикерами были признаны Дарья Люгаева, Анастасия Скорнякова, Елизавета Медведкова, Максим Чекунов, Ольга Чуприяновская и Мирослав Янковский. Завершение интеллектуального марафона – это не только определение победителей, но и отличный повод проанализировать свои достижения, найти вдохновение для дальнейшего обучения и поставить новые амбициозные цели.